Для 16-гадовага Алексея вясковая праца – справа звыклая. Працоўную дзейнасць хлопец пачаў у 14 гадоў у школе. Сёлета вырашыў паспрабаваць нешта новае, напісаў заяву на ўдзел у сельскагаспадарчым атрадзе «Колас» і ўжо тыдзень працуе на зернесушыльным комплексе «Залесье». Убираемся в хозяйстве. Работа у нас не пыльная, коллектив очень добрый. Зарплату хорошо платят. В целом помогают. Если попросить, всегда помогают. Убираемся. У студэнцкім атрадзе задзейнічаны 21 баец. Для маладых людзей усталяваны гібкі графік. Працоўны дзень падзелены на 2 змены по 4 гадзіны. Гэта дазваляе моладзі зарабляць і пры гэтым адпачываць на канікулах. Мы убираем зерно, помогаем там подметать, грябать, накрывать зерно, если вдруг дождь. Мы устроились вместе с сестрой, чтобы не сидеть дома, чтобы получить свои первые карманные деньги. Устроиться было не совсем сложно, просто пришли, надо было пройти медкомиссию и все. Здесь очень комфортные ребята, мне нравится эта работа, здесь не так уж и сложно. Акрамя дапамогі ва ўборачнай, моладзь Добрушчыны актыўна працуе і на прадпрыемствах. Сервисный атрад «Паперник» займаецца наведением парадку на территории фабрики, доглядая клумбы. Вообще с товарищем договорились, что когда нас брали в конторе и чтобы мы пошли вместе. Там уже определили в цех РМС, там работаем, весело все. У Добрышскім раёне зараз працуе больш за 100 маладых людзей. Летом плануецца працаўладкаваць больш як 240 чалавек. Да карыснай дзейнасці актыўна далучаюцца школьнікі з 14 гадоў. Они сами приходят, часть тех, которых, конечно, отправляют мамы, чтобы они прочувствовали, что это такое. А есть те, которые бегут сами и звонят, и приходят, и даже где-то начинают писать в социальных сетях и просить, чтобы им помогли трудоустроиться. В плате, да, всегда все хорошо, их это радует, даже если это где-то и не такие большие деньги, то они все равно довольны тем, что они эти деньги получили сами, что они их сами заработали и пойдут потратить на то, что они хотели, планировали. Праца ў студэнцкім атрадзе – новы маладзёжны тренд. Гэта выдатная магчымасць зарабіць свае першыя грошы і з карысцю правесці час разам з аднагодкамі. Уладзіслава Галабокіна, Уладзіслаў Казлоў, Ольга Канавалова, тэлерадыёкампанія «Гомель».